Так, ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня, если я не ошибаюсь, 29 февраля 2024 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube Аслан Реалити и в TikTok Аслан Арцуев. Друзья, я вас всех приветствую. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки и распространяйте ссылку на наш стрим. Пусть больше людей узнают правду. Так держать. Мы оповещаем других пользователей о вашей трансляции. Это супер просто. ТикТок мне сообщает. Друзья, herzlich willkommen. Так, сегодня опять я немножко опоздал. Ну и сегодня не планировал я провести стрим, друзья. Жду, пока вы соберетесь потихонечку. В YouTube заходят, в TikTok не очень, но в любом случае я вам всем рад. Сэм, витаю. Карина, добрый вечер. Я вас всех, друзья, приветствую. Иван, Сэм. Как дела, Иван? Расскажите, если это не нарушает военную тайну, как дела, как обстоят, как обстановка? Может, вкратце, в двух словах. Скажите. Победим мы империализм или не победим? Неоимпериализм. Маршал Голь демократ. Или маршал Голь Машуоль. И что нужно? Как у вас дела? Все жалуются, что со снарядами проблемы, с оружием. Как дела? Хамзату алейкум ассалам, ашволь. Так, закрепите цель. А я знаю, что такое цель и как ее закрепить. Ну, здесь, в ТикТок. Не знаю я, как это делается. Как-то что-то это делалось. Так, да, что-то мы сегодня активизировались потихонечку. Соскучились, наверное, да? Начнем, да. Так, Дейли Саламаш. Всех приветствую. Кривой Рог, Украина, Днепропетровская область с вами. Витаю, Виктор, витаю, Кривой Рог. Много БПЛА противника улетают. Трудно даже партизанить. Ага. Они все вот это свое внимание бросили, да, на беспилотники. Ну, у вас ведь вы же были вроде начинателями, ну, главными организаторами вот этих дронов. У вас как дела с дронами, Иван? Ассаламу алейкум, свободная. И все будет Ичкерия. Шамилю, алейкум ассалам. Витаю, дорогой. Свободная, так. Друзья, вы пока собираемся, обсудим о насущных своих проблемах. Вы все свидетели того, что на моем канале, зайдете на YouTube канал, спасибо, Мелис, спасибо, зайдете на YouTube наш канал, на реалити, и вы можете просто посмотреть в разделе трансляции, посмотреть последние видео, которые вот в таком формате, вот как он, в вертикальном, да, получается, формате с телефона, со смартфона я записываю. Там в 10 раз больше просмотров. И последний стрим у нас, который был, то, что у нас у президиума был, тоже голосовой он был, ну, тоже прямой был на смартфон. И последний, который я проводил тоже со смартфона, уже упали. Это может говорить о том только, что 4 раза, 5 раз случайно попасть там в какую-то колею видео не могло, и резкий взлет был. Вы все это можете сами увидеть, как они нам мешают доносить правду, друзья. Чтобы вы были свидетелями всего этого, хочу с вами поделиться. Привет, Сулейманка, привет. Здорово, здорово. То клоун к нам зашел. Привет, клоун. Классный парень, да. Классный ник у тебя, да, он клоун.
У нас их тоже много, но у них высокий сосновый лес, а у нас степи. Мы их выбиваем качеством, а не количеством, своей креативностью, а не мясом. Да-да, Иван, я знаю, мясом, просто чисто мясом заваливают. Абсолютно так, Иван. Ну, только так они умеют воевать. Ни своих не жалеют, ни чужих не жалеют. Потом нам рассказывают о каком-то там русском национализме, русском патриотизме. Это все обман, самый большой обман, который делает фашистское КГБ, ФСБ. И их миньоны абсолютно безвольные. Миньоны из главного управления, главного штаба, генерального штаба, по-моему, у них он называется. Военные, то есть. Российские военные так низко пались по моменту распада Советского Союза, что их уровень, их авторитет, их репутация близка просто к отрицательным показателям. После того, как в 1999 году ГГБшники пришли ко власти, взорвали первый дом, который они взорвали, это был дом с военными из Дагестана, с семьями военнослужащих Дагестана в Буйнакске. Вы можете себе представить? Таким образом, они, ну, КГБшники, хотели мотивировать дагестанских вот этих убийц, вот эту банду, которая служит российской армии, в банд армии российской. Они хотели таким образом мотивировать дагестанцев. Но потом все стало на свои места. В Рязани поймали, задержали с поличным ФСБшников, закладывающих уже в Рязани. А мы знаем, в Рязани ведь тоже военные училища, самые большие, крупные. Их тоже мотивировать должны были. Но, увы и ах, ни рязанские российские военные, ни дагестанские российские военные за русских женщин, за которых они якобы присягу дают, якобы они там за них потом нас убивали в Чечне, за этих русских женщин и детей русские военные и дагестанские российские военные спрятали свою голову, как страус, в песок и оставили только верхнюю часть. Чем воспользовались и с удовольствием пользуются, продолжают пользоваться КГБшники, ФСБшники. Вот они. Вот и все, Дион. Шалам алейкум, Асан. Ян Моназон. Шалом, шалом, Ян. Так что вот такие вот, друзья, дела. Так, нам, я смотрю, тут много заходят всяких разных. Давайте почитаем немножко комментарии. Так, иной раз идут туда, где их уже ждут, и все равно туда прутся. Да, у них приказ. Знаешь, Иван, как отзывался Литвиненко, очень запомнилась мне его фраза про вот этих ФСБшников, спецназовцев, ну, военных фактически, людей военных. Он говорил, что они готовы идти на смерть, на любые задания, которые им дают. Но когда им говорят, ну смотрите, какая несправедливость, наша власть преступна, она заказывает людей, ну, у Литвиненко это была ситуация, она за деньги убивает людей. И, ну, давайте там, поднимем голос, поднимемся, скажем нашей власти, не надо воевать против нее, просто нужно сказать ей четко и ясно, нифига, никаких убийств, никакого нарушения закона. И он говорит, вот эти здоровые мужики, которые идут в атаку, в бой, начинались трястись, скукоживаться. Ну, приблизительно я смысл передаю того, что он говорил. Вот какие они. Идут на смерть ради чего, ради кого. Невероятно просто. Невероятно.
Раньше отрицали, что работают на США, теперь флаги вешают. Бейсау. Да-да, наверное, те, кто работает на США, они, наверное, отрицали. Дело в том, что я не работаю на США. И ни на кого я не работаю, кроме его величества, господин чеченский народ, то есть граждане Чеченской Республики, в том числе и русские, которых вы убили. Русские террористы пришли в наш дом и убили. Вот я за них. И даже не столько за живых, сколько за мертвых. Понимаешь? Вот чей я агент. Это они вам из могилы, вам, имперцам и убийцам, через меня передают свой привет, что вас ждет ад, они вам говорят. В этой жизни я буду вам напоминать, что он вас ждет. И инша Аллах дал мухла, молю Бога об этом, чтобы был суд над вами. И на том свете, конечно же, они вас заждались и будут за вас спрашивать, с вас будут спрашивать за все. Да, Алмула. Так, друзья, на твои решения я бы посмотрел, когда вопрос касается твоей личной безопасности, а у подчинения у тебя было бы 1 000 000 человек. Уверен, ты всех бросил бы как пехоту, говорит Али Айдамиров. Я не понимаю, о чем ты? Мои решения, на твои решения. Ты, видимо, уже представляешь меня великим полководцем, президентом и сравниваешь и говоришь, не пойдет, короче, не пойдет. Он бросит всех в огонь. Да. Ну, короче, приблизительно как Путина ты меня представляешь, или Кадырова ты меня представляешь, да? Который сам ничего не делает, где-то спрятался и сидит. Ну, не знаю, насколько ты прав в своих фантазиях. Но я знаю, что я не хочу быть тем, кем ты меня хочешь назначить. Поэтому твои иллюзии, они фантомны, они выдуманы. И вот твое беспокойство, они зазряды. Добрый вечер, Леонид. Витаю вас. Видел интервью Такера с Путиным, которое. Ты это имеешь в виду? Так, это тоже опять лезет с США, сколько платят. Никто ничего не платит, понимаете? Никто ничего не платит. Я гражданин Чеченской Республики Ичкерия. Веду разъяснительную, информационную, аналитическую работу для спасения чеченского народа и привлечения к ответственности военные и политические силы фашистской России, которые совершили акт агрессии, геноцид, преступления против человечности и военные преступления. Вот за эти тягчайшие преступления вашей фашистской Русни меня Бог посадил вот перед вами сейчас, чтобы я говорил о ваших преступлениях, чтобы вы не спали в этой жизни спокойно, убийцы моего народа, и в следующей жизни вас будет наказывать за все, что вы делали. Вот что, никаких денег, никакие американцы мне не платят, не поддерживают. Меня признали иноагентом, но, правда, не объяснили, какой страны они меня агентом называют. А я агент Чеченской Республики Ичкерия и граждан Чеченской Республики Ичкерия. Точка. Никто не платит. Никто, даже Ичкерия не платит. Пока, да. Аслан, ты очень мудрый мужик, да. Ян, спасибо, но давай без мужиков, да. Мужчина, да. Мужики нарисовали, как известно, лес валят, да. Ушел, наверное, а я хотел поболтать. Да, сбежал наш друг Давид. Сбежал. Сейчас при культе интернета видно, как Рашка на протяжении всего своего существования воевала и убивала народы. И каждая нация фашистской Российской Федерации имеет свою историю геноцида. Абсолютно так, Шамиль, абсолютно. И татары тоже подвергались, как и все, геноциду и преследованиям со стороны фашистской России. Есть русские, которые признают оккупацию Грузии, признают преступность оккупации Украины, но не признают преступления против чеченского народа. Для меня они такие же расисты через Чечню проявляются. Пара Балимов.
да, Параболемов, по-моему, у тебя написано. Я полностью разделяю твои взгляды. Именно поэтому я утверждаю, что такие люди, как Ходорковский, как Яшин, Машин, там, кто бы он ни был, вот задумайтесь, друзья, весь мир уже говорит, например, о том, что Россия ведет империалистическую войну. Россия расширяет свою империю. И Украина является солью этой империи. Киев является, история Украины является главной составляющей, наполняющей этой империи. И, конечно, они будут за нее сейчас драться. Так вот, если человек разделяет имперские идеи, российские имперские идеи, то этот человек и есть угроза для нас всех. Для тех русских, которые не разделяют эти имперские амбиции. Я вообще считаю, что это болезнь. Болезнь. Вот русизм – это абсолютно человеконенавистническая просто идея, которая на самом деле граничит с психической болезнью просто. Ну, ненормально. Если вы империя, я не хочу поддерживать империи, я за то, чтобы все жили свободно. Но если вы империя, вы должны что-то давать этим народам, вы должны их вести за собой. Россия же империя, которая сидит по шею, извиняюсь, в дерьме и тянет туда всех остальных. Вот что за империя. И вот, понимая, что вот этот русизм, русский империализм является угрозой, сегодня кровь в Украине проливается именно из-за того, что в головах у русских сидит вот эта идея, что они великая нация и что все остальные должны быть частью их. Эту идею им на протяжении поколений вбивали в голову. И теперь, когда КГБ закрепилась во власти, она уже практически засыпающий вот этот имперский синдром, обманный, ложный, крепостного народа. Какой может быть имперец крепостной, холоп, раб? У него ничего нет, он не может быть имперцем. И это программа, которая ему закладывается. Потому что имперцами являются их хозяева, а это является просто материал, который используется. И вот эти имперцы, типа Ходорковского, покойного, вероятно, уже почти можно утверждать, Навального, других третьих людей, которые фактически являются имперцами. И сейчас, если бы Украина не выстояла бы, если бы украинцы бы потерпели бы поражение, отношение к вам, украинцы, было бы хуже, чем сейчас к нам, чеченцам. Потому что вначале они очень злые. Ну и как бы вы же братья, там все такое, там сразу не легли. Это тоже раздражает, видимо, очень сильно. И их ситуация, что империя должна, их план расширяться. Она только так существует. И либо она расширяется, либо если она не расширяется, не ведет завоевательные войны, она деградирует и разваливается. И вот мы говорим, что мир говорит, что Путин убийца, руку не подавать, Патрушев убийца, руку не подавать. Но в это же время Каспаров, Ходорковский, кто тут еще там, Ходорковский вообще, его начальник охраны, или кто его, куратор он там, кто у него там был, Пичугин, обвиняется в массовом, сидит на пожизненное за массовые заказные убийства, покушения и так далее. Это только то, что известно стало. Это его начальник охраны, что ли, или какой-то экономической, ну, неважно, это его коллега, куратор по КГБ, по разграблению советской собственности. И вот этот имперец, Ходорковский, здесь является рукопожатным, его показывают на настоящем времени, «Голос Америки» с ним разговаривает. Я не понимаю, он остался имперцем, он есть тот же имперец. Если вы хотите сами себя обмануть и сказать, что нет, это хороший русский, он отсидел 10 лет и так далее, так это ерунда полная. 10 лет они сидят по заданию даже. Я не знаю, сидел он по заданию или нет, Ходорковский. И это все спектакль. Хотя абсолютно допускаю, что так и может быть. Но, может быть, и не поделили между собой крысы
И эту крысу посадили, отобрали у него все. Теперь вот это комсомольский вожак Гибнюк Ходор живет тут в Европе, отсудил у КГБшников те деньги, которые у него якобы забрали, фактически нашу советскую собственность, наших отцов, дедов, они поделили, комсомольцы, КГБшники поделили, пришел новый КГБшник, поделили, или он просто передал общак главному царю, как положено, это мы не знаем. Но факт, когда он приехал сюда, он еще посудился с Путиным, с Россией за ЮКОС, получил, по-моему, или получает 50 миллиардов долларов. И таким образом КГБшники, разворовав у советского народа, у советских людей, забрали, выехал сюда на законных основаниях, получил 5 там, или 50 миллиардов, и будет финансировать теперь российскую вот эту квази-имперскую, квази-оппозицию. Понимаете, в чем вообще соль? Русист, самый настоящий русист, он сейчас плачет по Украине. Плачет потому, что украинцы отстояли свою страну. Он не плакал бы, он бы говорил бы, я с оружием в руках украинских нацистов буду вешать, убивать. Как сейчас он говорит, что он с оружием в руках пошел бы воевать против чеченцев, Кавказ наш, там мы кровь не зря проливали. То есть холоп, крепостной, раб на России, который у себя не стоит, его кровь не стоит ничего, его домами, вот этими хуторами обменивали на собак, вот этих людей, которых отправляли к нам на войну воевать, холопов, на 25 лет, каждый двор должен был выставить вот этих людей. И этот холоп погибал у нас на нашей земле с оружием в руках, оккупант. То есть в современном праве это называется комбатант, законная цель. Его уничтожают, и Ходор, имперец, заявляет о том, что они пролили там кровь, и теперь это их земля. Значит, этот человек, я поражаюсь этой логике. Значит, этот холоп, который живет в России, меняют его на собак, не стоит ровным счетом ничего, дали ему автомат или ружье, винтовку и отправили там на чужую землю, и все, он стал святым. Главное, его еще замочить надо, чтобы он стал святым. Невероятно просто, невероятно. Так вот, вот эти ходорковские, вот эти имперцы здесь являются якобы рукопожатными. Их деньги, и на них санкции не распространяются, их не депортируют отсюда. Я спрашиваю, мир спрашиваю, почему Ходорковского не депортируют? Почему, если у него есть еврейское, израильское гражданство, нужно определиться, поддерживает он 7 октября, то, что произошло в Израиле, поддерживает ли он свою вот эту фашистскую русню? Или нет, лишить его израильского гражданства. Если израильтяне его, или Израиль есть, нет, я не знаю, но если оно у него есть, лишить, если нет, не лишить, то пускай с Европы убирается, накладывают санкции на этого преступника, имперца и такого, как он. Почему это позволяется, я не могу понять. Еще удивительнее, почему русские молчат? Не имперцы русские, демократы русские, настоящие. Хотя вот там Сотник говорит, там... кто там у нас еще? Ну, немного, конечно, у нас. Конечно же. Стамахин у нас, конечно же, говорит такие вещи, там, ну, подобные вещи. Но их не слышат. У них денег нет, у них 50, они не ограбили советский народ. 50 миллиардов у них нет. Ну, вот какая-то вот такая закорючка получается у нас со всем этим. И сейчас эти имперцы быстро переобуваются. Их задача, мы тут их видим, их задача заключается в том, что во время удара, который главный удар, да, как в той сказке, где есть яйцо, в яйце игла, и Кощеева смерть в этой игле, в этом яйце находится. Вот точно так же Кощеева смерть фашистской, имперской вот этой субстанции является КГБ СССР, ФСБ. Вот эта Кощеева смерть бросает все вперед себя, чтобы до них не добрались. И вот когда до них доберутся, как в 91 году добрались, ну пожалели. И вот сегодняшние методы тогда в 91 году у КГБ сработали. Они сделали так, что
Ельцин не дал раскрыть архив, хотя и архивы раскрывали, и всю агентуру нам показывали, за все преступления всех наказывали, но, увы и ах, в самый последний момент нам даже какую-то часть архивов открыли. Буковский еще с Лондона, с Англии прилетал, там смотрел документы, что-то публиковалось, потом опять закрыли. Нет никаких архивов, нету никаких дел. И вот сейчас они делают вот это якобы внесистемная оппозиция, которая является лишь оттенком системной оппозиции, искусственно маргинализированным оттенком системной оппозиции. Вот эта оппозиция в последний момент, когда нужно будет наносить удар по ФСБ, по КГБ СССР, по самым главным преступникам, вот в этот момент вылезут Ходорковские, Гудковы, Фейкины, Мейкины и скажут: ну мы же не такие кровожадные, ну давайте договоримся, давайте это, ну не знаю какими словами, но они будут делать все возможное, чтобы они увести смертельный основной удар от ФСБ, от КГБ СССР. Вот как я это вижу. Так, друзья, давайте почитаем ваши еще комментарии. Я смотрю, вы тут настрочили. Ого-го, сколько вы тут настрочили. Супер просто. Ва алейкум. Это не чеченец по-любому, это флаг дьявола, а все зло в этом мире. Слышь ты, не чеченец, где он? Самый настоящий чеченец, где он? Тысячелетняя история, где он? Так. Заметил такой момент, Аслан, что после твоих многочисленных выступлений лагерь охлобитов, что люди являются русским бичом и бандой ФСБ, что люля является... Так, заметил такой момент, Аслан, что после твоих многочисленных выступлений лагерь охлобитов, что люля является русским бичом и бандой ФСБ. Теперь даже кафыровцев называют российскими сотрудниками. Да, ну, есть такое. И смотрите, Асадулlah, если вы помните, мы свободные люди. Мы заинтересованы только в истине и в правде. И мы не заинтересованы никого в России выгораживать, никого отводить там. И пытаемся адекватно рассматривать, чтобы адекватно действовать. Потому что только правильно дав оценку происходящим событиям, мы можем принять правильные решения, которые принесут пользу нашему народу. Вот эта система, которую они построили. Теперь первое, что мы говорили изначально, тоже с ошибками, тоже я на ощупь все смотрел, искал. Первое, что я лично говорил, что посмотрел от умных людей, хотя сам тоже Кадыров говорил, потом подумал и сказал, что ага, Кадыров это всего лишь марионетка, есть еще система большая, и эту систему нужно раскрыть, людям дать познакомиться с этим, ознакомиться, чтобы они знали, с чем имеют дело. И тогда они не уходили, слова ФСБ не говорили. Слова ФСБ не говорили, ни ГРУ не говорили, ни ФСБ, вот эти блогеры разные. И все конфликты, все ссоры возникали из-за того, что все время не говорите про Кадырова. Теперь же, когда наша повестка взяла верх, все стали демократами, если вы обратили внимание. Все религиозники, никто не сказал, так называемые религиозники, да, которые из религии делают паспорт. Не те, что верят, а те, что на языке у них это религия. Вот эти люди стали демократами. Теперь они начали использовать всю нашу терминологию. Теперь они говорят, что ФСБ, да, ФСБ главный враг, эти враг, даже это можно услышать. Это делается для того, чтобы перехватить у нас повестку, потому что люди
тому, что мы говорим, начинают прислушиваться. И эта информация начинает иметь, она правда, силы, ну, не в наших ораторских способностях или силы какой-то. Сила только в правде, которую мы знаем и людям говорим. И человек сам решает. И вот сейчас они уже и про ФСБ говорят, и про это говорят, и про то говорят. И главное им, чтобы повестка была на них, фокус внимания всех вас, зрителей, переключился на них. Именно для этого меня вносят иноагенты, чтобы для меня это фактически награждение иноагента. Потому что уголовные дела, все это есть. Они Западу просто показали, что они меня считают иностранным шпионом. Все помнят смерть шпионов, СМЕРШ. Вот я внесен в этот список СМЕРШ. Они это официально это говорят. Там есть, я убежден, это мое мнение, что в этом иноагенте есть списки, которые работают на русских, но есть и те являются настоящими врагами. Ну, работают, может быть, некоторые работают, может быть, на Запад. Это мне неведомо. Я знаю, что я не работаю ни на Запад, ни на кого. Только на себя и на его величество, господин чеченский народ. Так вот, таким образом, чтобы, если смотреть меня, если какие-то поддержку мне делать, как иноагенту, это может постучиться. Смотри, ты что, ты с ним общаешься, это же иноагент, мы тебя сейчас оштрафуем, третье, десятое, там, ту-ту-ту-ту-ту. А есть рядом такой же человек, как я, который говорит то же самое, мы с ним единомышленники, пока вам это может показаться, потому что он смотрит меня, все мои эфиры, и начинает дублировать, делать то же, что делаю я. Ну, чуть-чуть, может, с религиозным оттенком, как ему это выгодно, как ему это нравится. И в итоге происходит то, что мы на России, наш канал запрещен, мы являемся там шпионами, врагами фашистской России, нас задвигаются, а эти люди могут перемещаться, получать переводы, деньги, там, их канал не запрещается и так далее, и так далее. Я хочу сказать, что любые действия, которые наши становятся успешными, враг использует для того, чтобы перехватить инициативу и нивелировать наш успех, снизить наш успех, максимально снизить его. Мы должны делать то же самое в ответ. Все будет Ичкерия, Дион. Главное, мы все знаем, Дион. Главное, мы все знаем. А почему здесь в ТикТок нету комментариев? Фри Ичкерия. Я, наверное, комментарий отключил, да, наверное? Поэтому нет комментариев. А я думаю, почему нет комментариев? Угу. А как сделать так, чтобы вернуть эти комментарии? Как сделать так? Сейчас я попробую. Так, отключил я комментарий. Окей, понял, сейчас. Нет, не то. Сейчас, одну минутку, друзья. Я тут в ТикТок что-то там опять намутил. Потому что... Так, настройки. Настройки комментариев. Разрешить, фильтровать. Фильтровать комментарий. Не фильтровать. Все, комментарий, фильтрацию убрал. Полная трансляция. А ну-ка, попробуйте написать какой-нибудь комментарий, друзья. Что это такое? Разрешить комментарий. Все есть. Так, одну минутку. Опять я что-то тут намутил. Окей, понял, я понял. Ну, значит, я просто с другого смартфона зашел, и поэтому у меня, видимо, что-то тут я не настроил. Друзья, я все исправлю, но сейчас уже я, наверное, это не могу сделать. Потому что я это не знаю, как сделать. Это, видимо, стрим для моих патронов, там, подписчиков. Поэтому только вы можете смотреть, но не комментировать. Друзья, я все исправлю. Хотите писать комментарии, заходите в YouTube. Там идет трансляция, запись, все есть. Слава Украине, короче.
Так, смотри, вот США все двигали НАТО ближе к России со всех сторон. И там было НАТО, уже не разобрались, кто в России живет, какой народ. Для них Россия один народ. И когда они начали бы войну, ну, имбо, ты повторяешь КГБшную пропаганду. Понимаешь, дело в том, что НАТО– это военный блок самый мощный в этом мире. У него, вот у американцев возьмем, это одна из, самая сильная страна в блоке НАТО, Соединенные Штаты. Соединенные Штаты имеют столько томагавк ракет, и еще какие-то там супер, наверное, секретные есть какие-нибудь, которых мы не знаем, с ограниченным ядерным ударом, там еще какими-нибудь там, куча всего. Убивать люди научились, да. Так вот, только лишь американцы могут запустить, ваш Рогозин об этом говорит, 16 тысяч или 1600, 16 тысяч одновременно залп ракет сделать, томагавк, чтобы с одного залпа превратить Россию в средневековье, чтобы ничего у вас там не было. Ракеты сейчас летят 1000 километров, ну, за милую душу. Понимаешь, сейчас у украинцев есть ракеты, которые летят 500, там, 800 километров, там, еще сколько-то там. Это даже самые мощные еще им не поставили. Поэтому это все туфта. Дело в том, я вам еще раз расскажу, потому что вы пребываете в плену пропаганды. А я для вас тут сижу, чтобы эту пропаганду вашу развеять, которую вам навязали. Дело в том, что после того, как мы 3 поколения бесплатно рабами горбатились на Советский Союз, все имущество, которое было нами накоплено, нашими отцами, дедами и так далее, было приватизировано так называемыми приватизаторами, прихватизаторами, Ходорковскими, Путинами, там, Патрушевыми и всеми остальными, и КГБшниками, и их агентурой. Была разграблена советская собственность. То есть наша собственность советских вчерашних граждан была разграблена. И эти грабители сели на это, совершили массу преступлений, грабя вот этот, как и Ходорковский, Пичугин. Представьте, КГБшник Пичугин, убийца, заказчик убийства, который сидит на пожизненно, сколько он убил людей, если уже у ФСБ достал всех, если, будучи ФСБ, он уже достал. Какой беспредел Ходорковский творили. Так вот, и Путин взрывал дома, и много чего делал еще, когда в Питер, родной Питер, про всю Россию, про всех русских не говорим, родной Питер, который блокада для них там это самое главное, голод это самое страшное, в тяжелое время, блокадное, голодное время для Санкт-Петербурга, Путин с Собчаком грабили этот Санкт-Петербург, понимаете? Они им гуманитарную помощь не отдавали. Понимаете, вот там Клинтон посылал деньги, там Америка, Буш посылал там окорочка, там все такое. Они разграбляли это, ничего не доставалось, понимаете? Вот что, вот что было. И понимая, что им надо нести ответственность за эти страшные преступления, они вынуждены, или у него изначально был план, конечно, и поэтому они особо не парились, совершая. Это был план. Об этом очень хорошо Аят Эдигов рассказывает, наш сопредседатель президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Он рассказывает о том, что они разойтись, чтобы сойтись. Так вот, им нужно было развалить Советский Союз, прибрать все имущество, которое было нашим, и теперь нужно это имущество легализовать и уйти от преступлений, которые они совершили. А уйти они могут по старой КГБшной привычке, методов. Сменить название государства, сменить название своего учреждения террористического и создать русскую империю. Понимаете? Русское новое дворянство. КГБшники будут эти дворянами, а все вот их стукачи будут прислугой. А остальные как были крепостными, так и останутся. Остальные там миллионы людей, десятки миллионов людей останутся. Вот в чем дело. Никакого НАТО не боятся они. Никакого расширения они не боятся. Никакому НАТО захватывать вашу Россию не нужно, только по одной причине.
здесь на Западе живут умные люди. Понимаете? Если можно вам заплатить деньги, и вы все сами отдаете, какого черта нужно воевать и убивать вас и погибать самим? Здесь идиотов нет. Как, в принципе, и в Кремле нет идиотов, хотя нам хотят представить, что это клинический идиот. Нет, у них просто грандиознейшие планы. От Лиссабона договориться с немецкими, с португальскими, там, с испанскими монархиями, дворами, и построить от Лиссабона до Владивостока новую империю. Русская, ну, совместная империя, как раньше они с Гитлером хотели построить новую империю, там, советскую, Сталин и Гитлер, и немецкую, великую немецкую, германскую. Вот сейчас они хотели такую построить. Планы были грандиознейшие. Грандиознейший. Просто маленький эпизод. Нужен Киев. История Киева. Это так, ну, все у Путина есть, все у КГБ есть. Самые ненавистные, самые ярые противники чеченцы, ну, они не чеченцы, конечно, как только перешел на сторону чеченцы, это не национальность, это состояние души в первую очередь. Поэтому, когда кадыровцы переходят, чеченоговорящие переходят на сторону русских, они перестают быть чеченцами. Но для русского слуха, ну и как бы фактически, чеченцы служат в армии, клянутся в верности, грузин прогнали, братья украинцы все куплены, нужно только войти, и все разбегутся. И Великая империя с киевской историей, и с новыми украинскими солдатами, которых как кадыровцев будут посылать на убой, была такая очень перспективная, такая заманчивая такая идея. Но, увы и ах, старая КГБшная кляча не смогла, не шмогла, не справилась, старая КГБшная кляча. Как она не справилась 7 октября на день рождения террориста Путина разжечь мировой пожар войны, убив евреев, более 1200 женщин, детей, стариков, безоружных мужчин. И после этого нужно было зажечь пожар войны во всем мире, чтобы отвлечь внимание. А Украину все равно нужно победить. Все русские должны лечь костьми, чтобы КГБ смогла справиться. И если КГБ не будет справляться, то есть вот эти все русские лягут костьми, или в конце концов когда-нибудь эти русские просто скажут: да хватит с нас, ну сколько нас можно вообще, ну просто базаром просто вас разводят русские, что вы великие, великие, великие. Посмотрите просто вокруг себя, на свои дома престарелых, на детские дома посмотрите свои, детские садики, школы. Посмотрите просто, деревни свои посмотрите, и узнаете, великие вы или нет. А вам сказки рассказывают. Просто такой дешевый развод, дешевейший развод, да, ну, как обычно и бывает при разводах, да, на базар просто взяли. Вот что было. И не было никакой наты, маты, НАТО. Вы все нате отдавали, понимаете? Все отдавали. Все просто. Главное, чтобы они вам не мешали грабить оставшуюся Россию. Понимаете? Тоже мне сказочники. О, сколько комментариев. Ну, давайте. Так, я. Шарк ТВ. Ты такой необразованный Шарк ТВ, что даже откуда ты знаешь, что Шарк это акула, да? Объясни мне. Ты говоришь, что чеченцы, мусульмане, во-первых, они высшая форма национальности. Ты даже не понял, что я сказал. Я сказал, что это даже не столько национальность, во-первых, сколько состояние души. А состояние души, между прочим, как раз подпадает под твою религию, которую ты мне пытаешься сейчас, оскорбляя меня. Я тебе обещаю, что ты бы вот в этом своем субстанции, который утонешь в своей ненависти и своей тупости.
Вот что я тебе скажу. Такой ты тупой, да? Ты даже не понял. Витаю слава Ичкерии и его великому народу. Героям слава. Витаю вас, дорогой. Так. Скоро в России YouTube выключат. Что думаете? Думаю, да, они, конечно же, знаете, там ведь сторона обоюдно острая, эта ситуация. Если, например, вы ведете пропаганду, и вам нужно до Запада доносить, то вам нужен YouTube. Просто закрыть его без проблем, они бы давно это сделали. Но им нужно своих вот этих блогеров, свое огромное количество денег вложено для того, чтобы освоить американский западный интернет, YouTube, там все остальное. И вот теперь просто так закрыть им трудно, да, они отдельно пытаются закрыть и так далее. Ну, как-то так, да. Поэтому закрыть могут все что угодно. Сейчас убийство Навального, или же, может, это передоз был, как намекает нам Сотник, не знаю я. Если это было убийство, то это может быть спусковым крючком таким. На Яшина не убьют, а вот за Карамурзу Владимира я переживаю. Яшин тоже такой же чувак, как и Навальный, поэтому я не думаю, что Яшина мочканут, а вот Карамурзу могут. Карамурзу, мне кажется, идейный. Хотя ничем он нам не помог, этот Карамурза тоже. Так. Сколько вас зашло? Почему не хвалишь Израиль? Во? Надо? За Россию, за страну, за Рашку, блин. Ты террорист, говорит. Санек, ну не русский же мне будет говорить террористы. Сейчас русские террористы, ты извини. Но теперь вы долгие годы порочили, долгие века нас порочили. Бандитами, разбойниками, боевиками, террористами, исламистами. Теперь, наконец-то, я дожил до свои 46 лет, я дожил до дня, когда весь мир узнал, что вы террорист. Вернее, он знал, он просто не хотел связываться, чтобы не воняло. Терпел, терпел, как и евреи терпели. Они рассчитывали, что вас можно задобрить, с вами можно по-людски. Нельзя. Рано или поздно рецидив будет. Рано или поздно КГБ дьявольское, вот это сатанистское свое лицо, оно покажет, покажет, да, продемонстрирует. Так что ты террорист, а не я, Деон. Я антитеррор, я антитеррорист, понимаете? Не тот антитеррор, которого мне приписывают, кстати говоря, сейчас начнут, а я вот против вас таких террористов. Так, да, так, поехали дальше. То, что идет некая перестройка мира и плавненько двигаемся к Третьей мировую, это понятно. А по твоему прогнозу, где зажгут следующее пламя? Ну, Джейсон, перестройка мира уже давно идет, фактически она уже свершилась.
фашистской России уже не существует, как не существовало в 88-89 году уже Советского Союза, хотя многие этого еще не понимали. Точно так же Российская Федерация, так называемая Федерация, она уже не существует в будущем, в планах на нее уже, она уже под другим а, наименованием, названием идет. Где произойдет следующая вспышка, может знать только тот, кто подожгет. А подожгет только Владимир Путин, Патрушев и террористическая банда ФСБ. Они могут поджечь. Они со мной своими секретами пока не делятся. Я думаю, на суде будут делиться, пока не делятся. Поэтому я не могу сказать, где, когда произойдет следующий пожар. То, что в Израиле они сделали 7 октября, ну, я на самом деле, я даже не ожидал, что они так глобально подойдут к этому вопросу. Я знаю, насколько возможности у фашистской России, у этой террористического учреждения ФСБ, и абсолютно не недооцениваю, и знаю, что у них все нормально, да, грязня есть, но сейчас они мобилизованы все вместе. И я не представлял, что так они замахнутся. Слава богу, у них ничего не получилось. Я знал, что будет религиозная тема, они потому что готовили среди чеченцев, а чеченцы это главный такой показатель. А я внутри этого общества нахожусь, владею и русским, и чеченским языком, поэтому я очень хорошо в этом ориентируюсь. Было понятно, что они делают. Но что такого масштаба они запланируют, я не знал. И вначале я немножко подумал, что ну неужели они сейчас смогут. А потом я успокоился. Я увидел реакцию мира, я увидел реакцию Запада, увидел реакцию Германии. И я понял, ага, все понимают и русню держат в ежовых рукавицах. Поэтому вот этот масштабный пожар, где бы он ни загорелся, следующий, более масштабный, чем с Израилем, наверное, только вот уже ядерный удар может быть, который уже Путин открыто говорит, что наше оружие готово, мы будем наносить по европейским странам ядерный удар. Может быть, будет вот ядерный удар. Вот последнее, что осталось. Еще, ну вот моя фантазия, может, еще мои познания в политологии, в геополитике, я просто не знаю всех этих вещей. Я даже к стыду своему не знал всех деталей Палестино-израильского или Израиля-палестинского конфликта. Всех деталей не знал, пока вот не случилось, и не вник полностью, и не начал изучать, и многое для себя открыл очень интересного и познавательного. Поэтому я не могу сказать. Но я думаю, что конец России это только ускорит. Что бы он ни делал, он все делает себе во вред. Далмула. Так, друзья, много комментариев, я опять перемотаю. Так. Так. Что значит русня? Русня значит это то же самое, что в русском языке значит Чечня. Что значит Чечня? Почему не Чеченская республика, не Чечения, как, например, Ингушетия, не еще как-нибудь, а Чечня? Что значит Чечня? Вот таким же макаром я отвечаю Россию. Если Россия видит с моих слов какие-то неприятные слова, неприятные действия, то им нужно посмотреть внутрь себя и посмотреть, а не мы ли так делаем, и все станет вам ясно. Русня это русня, да. Ассаламу алейкум, ваш. Хацаму
цахасун, хацемуем цахасун, но кучамел дух беше цабеш душей республик истории хуш гавка дешаш. С асланю, алейкум ассалам. Так, давайте я немножко перемотаю, друзья. Салам алейкум. Дагестан в каком сейчас положении религиозной, политической? Ва алейкум ассалам. Что ты имеешь в виду, Магомед? Я не понял. В каком положении? Дагестан находится в очень плохом положении. Немного получше, чем в оккупированной Ичкерии. Ну, тоже не фонтан. Сергей Саркисян, Сергей Армянин удивляется. Я не понимаю, как ты можешь поддерживать Израиль. Я не понимаю, откуда вы беретесь, русские, армяне? Почему у вас такая любовь стала к этим террористам Хамас? Я не могу понять. А? Вам КГБ сказала? А, ну ясно, ну ясно. Главное, чтобы у вас все хорошо было. Я столько по миру проездил, этот мир рухнет, если человечество не включит свои прекрасные мозги и любовь. Да, совершенно верно. Так, ну, опять вы тут строчите и строчите. Так, Дон Кихота вижу, да. Так, это не мне, Василий Валерьевич. Так, Машуаль, Дон Кихота. Салам алейкум, Ассам. Про Навального пару слов можешь сказать? Ва алейкум ассалам. Да я уже говорил о нем, как говорится, о мертвых. Либо хорошо, либо ничего. Говорил и писал, есть небольшой текстик. Это симулятор, который по какой-то причине был выведен из игры. Надо Кадырову ссылку на тебя скинуть. Кондитер 82. Я всех вас прошу, пожалуйста, скиньте, короче, Кадырову скиньте, ФСБ скиньте, всем киньте, да, всем мою ссылку скиньте, распространите ее везде, да, хорошо? А то я просил в прошлом стриме ФСБ, там начал жаловаться, я ФСБ скажу туда. Я говорю, ну не говори, между нами же, чисто по-пацановски. Нет, говорит, буду стучать. И ты сейчас Кадырову говоришь, ну давайте, все разом, давайте, одновременно. Причем, знаете как, ну, во время стрима вы им должны отсылать. Во время стрима все сейчас это сделаете. Давайте, я жду. У меня в ТикТоке это показывают, кстати, в ТикТоке тоже, ну, в ТикТоке нас мало смотрят. Поэтому давайте все вместе ссылку ФСБ и Кадырову. Местный банд-притон ФСБ, где находится регион, и центральный аппарат ФСБ тоже отправляет. Хорошо? Ссылки. Только сейчас это очень важно. От другие, стрим закончится, они не увидят его. Я сделаю, говорит, молодец, молодец. Еще имя свое напиши, чтобы я тоже знал, кто этот герой, который помогает иноагенту, распространяет ссылки его стрима. Давай, пиши свое имя, я хочу знать тебя, герой. Пусть все знают, ты настоящий герой. Ты помогаешь чеченскому правозащитнику, да он. Ты будешь награжден медалью, да он. Как лучший стукач, да он, страны, да он.
давайте, братья, сделаем, говорит, Ибрагим Ахмедов. Это наш дагестанский коллаборантик, да, он тоже будет. Молодец, Ибрагим. Давай, братья, ну, знаете, там, кстати говоря, ваше вот это выражение, хорошо, что ты мне напомнил это выражение, давно хотел об этом сказать, и вот сейчас подвернулся случай, это такая уникальная возможность, я скажу, вот у вас есть такое выражение «работайте, братья». Какой-то пьяный забрел в лес, мусор, мент, которого поймали какие-то партизаны. И его начинают наказывать. Все, ты мент, ты сейчас бухал, их там двое, по-моему, было, и будем вас казнить, короче, будут расстрелять. Так как они не могут взять никого в плен, у них нету ни тюрем, ни возможностей, они на месте ликвидируют оккупанта. Это дагестанские борцы за свободу борются, за свою религию и за свою свободу. Ну, и они его говорят, ну, давай последнее слово. Он говорит, ну, что еще сказать? Представьте, он говорит, ну, что еще сказать? Ну, работайте, братья. Он им говорит, работайте, братья, понимаете? И вместо того мент стоит на коленях и говорит тем, кто его поставил на колени, ну что я теперь могу, ну все, ну лоханулся я, бухать зашел в лес, вы меня тут поймали и все, и стою на колени. И его убивают. И из этого человека делает героя и рассказывает, что он сказал ментам типа работайте, братья. Это наглейшая ложь. Он говорил тем, вот, кто его хочет убить. Он им сказал. Он уже не знал, что им нести. Он бухой еще был, и уже крыша не соображала. И он говорит, да, ну что он скажет? Ну, может, пожалеют, если скажет, работайте, братья. Типа, вы мои братья. Типа, давайте, отрабатывайте. Вот ваше выражение, понимаете, стоящего на коленях мента и призывающего его замочить. Предлагающего или соглашающегося, призывающий, скорее всего, получается, его замочить. Вот ваше выражение, работайте, братья. У вас что-нибудь есть человеческое, нормальное, достойное, чем вот это все у вас ложь, фейк, симулятор. Ну, хватит уже. Возьмите нормально себе пиар-агентство, что ли, дел. Хорошо, что ты напомнил. Я давно хотел сказать и думаю, забываю каждый раз. Дел. Так. Асна, я думаю, как только в Украине примут закон о люстрации и все госслужащие пройдут полиграф, вот тогда дела пойдут быстрее. И война закончится в этом году. И мое государство выделит все необходимое. Да, Алмула Эд, витаю тебя, дорогой. Абсолютно с тобой согласен. Ну, потихоньку дело идет в Украине. Как бы я ни критиковал то, что там пятая колонна развернулась, но у многих уже нет, который начинал. Один самый одиозный, например, Арестович, например, тоже смылся. И в правильном направлении, кстати говоря, смылся. Теперь он сейчас готовит такой хитрый план, что вот он там работал, типа, внедрялся. Он потом еще вернется в Украину. И сейчас вот прорусские вот эти его пробросы, на мой взгляд, они у него связаны с тем, что он хочет сказать, что это такая игра была у него, что с первых дней у него такая игра была, да? Что у нас сейчас? Закончилась трансляция. Вы знаете, что вы не были активны во время текущей... Подождите, я активный. Ай, нет. Тут оказывается. Оказывается, тут система, если я не активен, ничего не говорю, не пишу, значит, что-то здесь происходит. В ТикТоке у меня возникла небольшая пауза. Так что, о чем это мы? Ты хариджит, говорит. Оздо, да. Много ботов, бизнесмен, да. Ну, смотрите, у нас сейчас было 800 смотрящих. Когда заходим в YouTube с моего смартфона, вот пару раз были сбои, но это был другой смартфон.
Теперь я зашел с другого смартфона. Вы сейчас видите, опять было сейчас около 800 человек было, а так 500, 600, 400 смотрят. Посмотрим, сколько будет просмотров. Я специально взял другой смартфон. Тот смартфон уже не работает. Уже они на него, видимо, IP-адрес, там жалобы в YouTube, что-то они там делают. Но это откровенно просто работает. Это их схема. В 10 раз просмотры не показывает. И в 2 раза, сейчас в данном случае, в 2 раза больше просмотров, ну, участников во время стрима. Как-то так, друзья. Поэтому, ну, они делают, что могут, мы делаем, что можем. А там посмотрим, да. А там томагавк решит, где он. حتى يبيض عيال بيتش да عيال бич хочу. Так, девочки, да он. Обижаемся на правду, да? Здравствуйте, уважаемый совет. Здравствуйте, уважаемый Валерий Муратов. Так. Ну хорошо, здесь хоть активно, а то у меня в ТикТоке вообще, короче, не включил. А давайте я попробую. Давайте я сейчас выключу и попробую включить. Я еще буду полчаса в эфире, друзья. Давайте отключу эфир. Извините, соить хочу охшун. Я сейчас включу в ТикТоке. Надо что-то просто сделать. Так, чтобы... Сейчас я попробую наладить систему Ниппель. Подождите, друзья. Я просто не особо в этих... Извините, извините. Бина, я искал долго, не мог разобраться, потом кое-как разобрался, и вот теперь... Так, давайте попробуем сейчас включить просто стрим. Так, настройки. Настройки комментариев. Разрешить. Я не понимаю. Сунуться. Трудно здесь. Центр трансляции. Окей. Команды. Развернуть. Так, ну давайте я сейчас попробую. Короче, здесь нужен трактор, короче говоря. Так не разберешься. Ну, давайте попробуем. Ну, давайте попробуем еще раз включить. Друзья, напишите мне в ТикТок комментарий кто-нибудь, кто войдет, кто сможет войти. Так, одну минутку. Я здесь там у комментарий. Фричкери, я злой комментарий. Це я зла. Короче, цагасу. Це я зла. О, алмазы принесла, алмазы принесла.
Нет, окей, я понял, я здесь, Саш. Ну ладно, давайте разберемся потом. Это не сейчас же в эфире, сейчас это уже не сделаешь. Друзья, я перемотаю, мы еще немножко тогда побудем в эфире. Вы проживаете в США? Нет, я проживаю в Германии. Ассаламу алейкум, брат старший. Вот скажи одно, почему поддерживаешь Израиль? Ибрагим Ахмедов, да. Ну, алейкум ассалам. Что ты имеешь в виду? Ибрагим Ахмедов, ты считаешь, что я поддерживаю бомбардировки? А? У тебя неправильная информация. Бомбардировки мирного населения. У тебя неправильная информация. Я не поддерживаю бомбардировки а, мирного населения. Я категорически против того, что сделал Хамас. Зашел и спровоцировал убийство. Вот и все. Больше я это обсуждать не буду. Хорошо? Вы меня часто пытаются перевести. Там старший брат, там брат Кондрат, там давай поговорим на эту тему. Нет, друзья, я на эту тему больше говорить не. Я много говорил и скажу, когда посчитаю нужным. Но сейчас я хочу говорить про Украину, про Ичкерию и так далее. Баркал демократ. Унсан хитарна. Как вы относитесь к адыгам? Очень хорошо отношусь. Как я могу относиться к своим братьям? Очень хорошо отношусь к нашим братьям адыгам. Ассаламу алейкум, Ахмад Силас. Ты будешь уважаемым гостем в Украине. Даже нет, больше, чем гостем. Спасибо, спасибо, Вячеслав. Спасибо. А так, американский флаг красиво. Конечно, красиво. Американский флаг это круто, Дион. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кельчу мелвенек. Он позавчера говорил, что проживает в Чечне уже 9 лет, а сейчас говорит, что в Германии. Вот так вот, видите? ДДД зашел к нам, и он раскрыл мою ложь. Он узнал, что я живу 9 лет в Чечне, а тут я тут вещаю, в подполье я сижу, да? А ну дайте мой автомат, да. Давай мой автомат, я сейчас одену, скину с себя все вот это, одену свою форму, да, с автоматом, узнаете, да. Я тут горя, Чечне, да. Да, 1500 убегают, когда я иду, боже, дайте. Арцуй, пятый стрим у ботов горит от твоего американского флага. Да, демократ. Дело в том, что сейчас несли нас иноагенты, да, наградили нас, признали наконец-то. Да. Кстати говоря, если вы 9 лет будете долбить вот эту фашистскую русню, вас тоже внесут иноагенты. Я знаю, как это сделать, так что обращайтесь, да. Я вам подскажу. О, ветеран, поздравляю. Поздравляю. Мужа нашел, говорит, себе. Молодец. Салам алейкум. Небеса высокие. Ва алейкум ассалам. Аслам, бисланят, шезерды олшара, хилиол, тиракт, ичкери, террорист, йиньербах, цучурберш, дейнаш, точно мюршбу дица, херг. История, цогуш ашбол. Да, было такое дело. Валлахи, инсой. Ичкери, бисланятик, дук дицам кой, вежери. Так, добрый вечер. Бисланях террорист бацер, акт отчаяния. Нис дацер, амел дацер, да, мне кажется, нис дацер юм. Ама тахан маша дега шайбелш дедилла. Дук дауш болнари. Цер цукан шут савал шуар дац. Нис дар дацер асал. Ат динума дацер. Цадин бея дацер. Ну да ладно, пойдем. Добрый вечер. Украина есть, а где Ичкерия? Вот здесь Ичкерия, Дион. Что за разговор, Дион? Украина есть. Это ты, наверное, этот холоп. Это типа так ты нас, типа, хочешь сказать. Но дело в том, что Украины, они тоже, вы холопы, не признаете Украину тоже. Как считаешь, чем можно остановить
чем можно остановить конфликт Украины и РФ? Томагавками или даже ограниченным ядерным ударом по бункеру. Салам алейкум из Баку. Ва алейкум ассалам. Этот бородач... Да ладно. Я перемотаю, друзья. Слишком опять комментариев много. Кто бомбил Дрезден, да? Кто бомбил? Лампу в глаза и так спрашивает. Кто бомбил Дрезден? Я спрашиваю, кто бомбил? Он может на чеченском говорит на своем стриме, что ты несешь. Нет, я должен строго по-русски говорить. Друг одно слово, а потом им переводить надо, понимаешь, для отчетности. А я тут по-чеченски, видите ли. Аслан, обратил внимание, тут русские шовинисты уничижительно отзываются о наших героях-мусульман, а многие наши доморощенные братья-мусульмане озабочены Хамасом. Конечно, Догиот, да. О чем говорить? Русские Западу представляли ислам, мусульман, арабский мир страшными террористами, убийцами, что вот они готовы их останавливать, убивать, что вот они делают, извините меня, Мюнхенская конференция, все хихикают такие, привели главного террориста. Вы хотите, чтобы мы вам сделали обрезание? Приезжайте, мы вам сделаем, говорит Путин. И все хихикают. Все боятся его, как огня. Вот теперь что? Добоялись. Вот к чему пришли. Поэтому, и тоже я обратил внимание, сейчас в ТикТоке есть группы, которые там собираются, и на мусульман сидят. Там, вот мусульмане, религия, ислам, там зло, там это, третье, десятое сидят, рассказывают. Конечно же, виноваты террористы, Хамас и все ублюдки, которые поддерживали этих ублюдков. Но весь ислам обвинять тоже никому не надо. Сесть, сидеть, всем говорить, я мусульманин, я защищаю мусульман. И меня за это они в могилу горящую с еврейским, с израильским, с американским флагом помещают, там проклинают меня там всем, чем только можно. Не надо, ислам не виноват, мусульмане не виноваты. Я не виноват в этом, да, что произошло. Я это осуждаю. Я хочу вырвать чеченский народ из этих лап. Нет, сидят там мусульмане такие, мусульмане. Как раз то, что Путину нужно. Он как раз хотел разжечь пожар мировой войны. С этой стороны сидят евреи плохие, Израиль плохой, все такое. А что вы скажете, что там за все это время ни одна страна, которая воюет, так и не пришла добровольно в Международный уголовный суд Гааги. А евреи отдуваются и ничего, международное право соблюдают, коридоры дают, передышки дают. Я не одобряю нанесение ударов по гражданским объектам. Этого я не могу сделать в принципе, потому что это незаконно. Это нарушает международное право. Но я понимаю, что евреи должны себя обезопасить. И это право им тоже дано этим международным правом. И Богом им дано, и всем им дано это право. Как и нам, чеченцам, оно дано. Понимаете? Не может нельзя безнаказанно заходить, ваши женщин, детей сжигать просто к чертовой матери, только потому, что ты вот определенная национальность. Нельзя этого делать. И нужно сделать так, чтобы никогда больше никому в голову не пришло повторить это. Для этого существует государство, для этого существуют спецслужбы и армия, а не для того, чтобы чужие территории захватывать и убивать, а защищать. И вот евреи сейчас защищаются. Превышают Гаагу. Допрашивайте, задавайте вопросы, привлекайте. Кто, кроме Израиля, отдувается? Русские? Китай, может быть, отдувается. Они все послали к чертовой матери этот римский статут и МУС, этот Международный уголовный суд Гааги. Вот как-то так дело.
А сидеть и мусульман ругать, не надо мусульман ругать. Не надо, если, конечно, это не прикрытие, что мы там хотим в мире жить, демократия, а если есть человек, у него ненависть только потому, что он по-другому молится или по-другому разговаривает, или цвет кожи у него другой, а, это уже, конечно, то только с другой стороны. С этой стороны сидят там во всем виноваты евреи, с этой стороны сидят во всем виноваты мусульмане. Нет, виновата террористическая банда ФСБ, террористическая их миньоны Хамас и Иран. Вот кто виноват именно в этом конфликте. Ну, как-то так, друзья. Ветеран, у тебя уже, короче, какие-то проблемы, что ли, я не понял. Женился он, вышел замуж, и я удивляюсь. Детей в Беслане почему убили? Только что мне чеченец написал, расскажи про за что мир мне пишет. О, детей в Беслане убили, детей в Беслане убили. Я ему не стал разворачивать, я по-чеченски пару слов сказал и не стал. И вот опять мне пишет. Столько раз говорил про этот Беслан, ну давайте еще раз тогда, вынужден, да, раз вы уже тут долбаете этим вопросом. Во-первых, я не одобряю захват школы, который был совершен в 2004 году кавказскими бойцами для того, чтобы прекратить войну в Чечне. Дело в том, что в этой школе погибло 186 детей, 334 человека, и 180 из них 186 детей. В Чеченской республике Ичкерия погибло 42 тысячи детей. Если вы разделите 42 тысячи на 186, то вы получите цифру 224. Так вот, это была 225-я школа. Да, она была не в Чеченской республике, она случайным образом оказалась по соседству с Чеченской республикой. Так вот, у нас в каждой школе, если убивать по 186 детей, сожглись 224 школы и убили 42 тысячи детей. У всех, кто принимал участие в этой операции, почти у всех, по крайней мере, из чеченцев, там были и русские, и осетины, и ингуши. Из чеченцев могу сказать, что у всех погибли родственники, все имели потери. Единственное требование, которое у них было, это было остановить войну, перестать убивать чеченцев, убивать наших детей. Да? Это если бы, как Хамас сейчас заскочил, когда евреи не убивают их детей, не бомбят их города. Если бы Хамас заскочил и взял бы 1200 евреев в заложники и сказал бы, перестаньте убивать наших детей и женщин, я бы понял бы это действие. Я это не одобрил бы, но это было бы объяснимо. А то, что сделал Хамас, это была провокация. А то, что сделали вот эти бойцы, которые зашли в Беслан, они просили ценой своей жизни, просили не убивать наших женщин, детей и стариков. Перестать нас убивать, договариваться, мира просили. Из огнеметов и танков их расстреляли. Европейский суд по правам человека, это не я говорю, это Европейский суд по правам человека говорит. Это не я говорю, это матери этих детей говорят из Беслана, которые каждое 1-3 сентября выходят к этой школе. В майках были один раз, по крайней мере, в майках Путин, палач Беслана. Европейский суд по правам человека признал убийцей детей и всех заложников Россию. Понятно вам? Это так, чтобы вы понимали. И только войдя в эту школу и прикрывшись вот этими людьми, там не только же дети были, там людям детей выпускали, там много чего было. И хорошего, и нехорошего. Так вот, эти люди просто просили не убивать их. Это был акт отчаяния. Понимаете? Вы сожгли своих самых верных на Кавказе вассалов, детей, осетинских детей. Вы сожгли, русские. Ваше КГБ сожгло. И мы к этому не имеем никакого отношения. Никакущего отношения мы к этому не имеем.
Европейский суд по правам человека точно определил, что Россия виновата в этих всех смертях. Вот что. Это есть все документально. Ничего. Я юрист, я правозащитник. Я никакие факты не высасываю из пальца, и если я не могу их подтвердить. В случае, если я что-то говорю не так, есть западная судебная система, которая за эти 5 лет моей активной деятельности только лишь один раз на меня подали вот эти КГБшники в суд. Это Елена Кнор здесь одна была. Мы ее порвали в пух и прах просто, на подступах просто. Мои юридические советники порвали просто в пух и прах просто, только начавшуюся. Конечно, они копят. И вот давайте и про Беслан, и про другое, третье. Предъявляйте мне. Делайте меня иноагентом, подавайте на меня в суд, жалуйтесь там и так далее. Нету, потому что я не лгу. Я привожу только факты. Только лишь. Всех, кого я выявил, агентуру КГБшную здесь, поименно их называю. Ни один из них со мной не связался и не сказал, ты лжешь. А если он свяжется со мной, я приглашаю его на детектор лжи. Я готов в любое время на независимом, провести независимую экспертизу на полиграфе. Но до сих пор никого нет. Поэтому все, что я говорю, правда. И этот канал называется только потому, что он правду говорит. И запрещается он в фашистской России, потому что говорим только правду. Что бы нам это ни стоило, как бы это ни было трудно. И будем ее говорить. Как-то так, да. Так, давайте я перемотаю, сколько вы опять настрочили. Вы сами понимаете, что Европа и США против России. В любом случае, и они могут что угодно написать про Россию. Леонид, ну не совсем я с вами соглашусь, потому что любое, все что угодно написать может Россия. Как бы политика это дело грязное, это лицемерное, это хитрое, там, спектакли, обманы, трюки, все это есть. В мире всегда было и есть. Но в России процветает просто махровый макиавиализм, абсолютная беспринципность, абсолютный цинизм, абсолютная безнравственность и аморальность. Вот что процветает в России. Понимаете? Здесь могут что-то исказить могут, где-то соврать могут. Ну, государство есть государство, спецслужбы есть спецслужбы, всякое может быть. Но на 10%, даже 1% того, что есть в России, тут нет. Ни этой лжи, ни этого обмана, ни вот этого цинизма, варварства, античеловечности. Здесь этого нет. Понимаете? В природе у людей нет, в генах, в крови этого нет, в головах этого нет. Понимаете? Вот какая тут система. Когда я объясняю немцам, какая система в России, они говорят, ну да, да, ну у нас тоже, у нас тоже. И вот вообще общаясь про ложь, про вот эти всякие вещи, которые там, схемы, там, которые разрабатывает фашистская Русня и учреждения ФСБ, мне немцы говорят, ну да, у нас такое бывает, и третье, десятое. Но дело в том, что да, бывает, бывает, все бывает. Кто-то может, например, пить, алкоголь употреблять. Ну, дома говорит, что он не употребляет этот алкоголь. Да, это ложь, это ужас, там, третье, десятое. А кто-то может просто, я не знаю, все наркотики на земле употреблять и говорить, нет, нет, вы что? Вот, ну, приблизительно, не знаю, может, не очень удачный пример, но вот приблизительно. Выглядит это так, да. Все познается в сравнении.
Браво, Аслан, браво, Максим, дуже дякую. Этот канал оправдывает убийство детей. Вчера, позавчера, по-моему, или предпоследний стрим был. Я рассказываю, что Хамас это ублюдки, террористы, которые на свою землю, на свой народ навлекли зло, чтобы угодить Путину, там, России, там, за бабки, ну, как положено. Как есть, говорю, короче говоря. Заходит один и пишет мне, говорит, не мне пишет, он говорит, друзья, давайте напишем жалобу за то, что он оправдывает терроризм. И ты только что, я рассказываю, что вы убили детей, вы убийцы детей, осетинских детей. Осетины, если они мужчины, никогда вам этого не забудут. Вы плюнули в них и плюнули в этих детей, которых вы убили. Осетинские они или русские, не имело значения. Ну вы плюнули. Кстати говоря, в Буденновске вы русских детей не расстреляли так, как это сделали в Беслане в школе. Там тоже были, и дети были, и вы русских не расстреляли. Русские могли подняться. А осетины это чурка. Никто. Плевали вы, да? Это ваша психология, это ваша такая система, да? И сейчас, когда я говорю, что Европейский суд по правам человека признал Россию виновной, когда я говорю, что это был акт отчаяния, что у нас до этого убили, ты говоришь, я оправдываю убийство детей. Ну, нет слов просто. Ну, просто нет слов. Аса, я понял, ты классный адвокат. А Путина ты пошел бы защищать, ну, например, в Гааге. Нет, Ян, я не стал бы защищать Путина. И если честно, у меня получалось защищать. Это мое призвание, наверное, защищать. Но настает время, что я уже считаю, что мне в этом случае, и обстоятельства так сложились, что мне нужно быть обвинителем. Я теперь буду обвинять этих преступников. Хорошенько, я теперь чеченцев народ буду защищать, а эти обвинять. Так что хочу быть прокурором уже, да, на суде. Норд-Ост, Беслан, Рязанский сахар, Курск. Это все сделал Путин. Абсолютно, добро с кулака. Абсолютно. 100% это так. Асан, это обыкновенные лицемеры, которые якобы озабочены детьми Беслана. Это на фоне нынешней резни в Украине, где гибнут сейчас и сегодня дети от рук русни. Абсолютно, Дон Кихот. Совершенно верно. Они озаботились о палестинских детях. То, что в Сирии их президент говорил, что они учения проводят. Представьте, бомбить города, то, что сейчас Израиль не делает 10 части, то русские делали в Идлибе, где они там делали, ну, все эти города, мы все их названия на слуху были, стирали с лица земли эти города. И говорили, у нас учения, самые дешевые учения, какие у нас есть. Ни одна сука не вякнула из России. А теперь они все защитники и Беслана, которых сами уничтожили, и палестинцев, и украинцев забывают. Каждый день украинцев бомбят с лица земли населенные пункты, стирают. Это они игнорируют. Ну, вообще, да, святая простота, да. Так, друзья, я думаю, пора нам закругляться, да. Мы уже 1,5 часа больше в эфире. А кто Сербию бомбил? НАТО бомбило, американцы бомбили. Знаешь, как-то иногда ваш Путин говорит правильные вещи. Иногда.
Он говорит, что, ну, он с этим не согласен, конечно, якобы сейчас он не согласен. Раньше-то, конечно, он на задних лапках стоял и хвостиком вилял. А как отвечать за преступление, уже не согласен. Так вот, он говорит, что первое правило — Америка всегда права. Второе правило — если Америка не права, смотри первое правило. Поэтому, если Белград тогда не зачистили бы, эти фашисты сербские совершили массовые убийства людей. Кстати говоря, тем защитникам, якобы защитникам мусульман, я могу сказать, что именно тогда мусульман защищала Америка, боснийских мусульман, косоваров, именно мусульман, потому что против мусульман там все возмущаются. Вот она их защищала. А вы где были все это время? Неужели за Россию вы тогда были? Ведь Россия была за Сербию тогда, за Слободана Милошевича. На этой приятной ноте закончим наш стрим, друзья. Всего самого хорошего. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Все будет Ичкерия. Слава Украине! Господи, благослови Америку! Аллаху Акбар! Адикюэль маш оль бюс де галюэль. Друзья, всего хорошего. Маш ольшо. Так, выключаем по порядку. Так, и выключаем.